написал на бумажке, чтобы ты в этот замечательный конкурс пришел и рассказал. А ты взял и забыл. Ну это что за отношения, Медер? Ну как так можно? Как таких людей, как ты, Медер, носит наша прекрасная земля? А? Давай. Надо было. Теперь давайте же, дорогие друзья, поприветствуем нашу команду. А? Нурадин, Нурадин? где наша команда? А где наша команда, Нурадин? Я потерял их. Как потерял? Ну вот я прямо шел, Ага. вот актовый зал, Ага. поднимался по лестнице вот так, Ага. левил, Ага. поднимался вот так, Ага. правил, Ага. иду прямо, Ага. поворачиваюсь, там никого нет. Как нету? Не знаю. А что теперь нам делать? Перечислим их имена. Ну, блин, Медер, это как-то по-детски, понимаешь? Мы уже 9 класс, понимаешь? Ну, в школе, гимназии учимся, Медер. Что предлагаешь? Ну, у нас вариантов мало, так что будем делать? Ну, может, они волшебным образом появятся сзади нас? Ну, как мы это сделаем? А может, мы все дружно похлопаем, и они выйдут? Ой, молодцы, вы смотрите. А вы где были? Где? Гуляли? Как гуляли? Заблудились, да, ну, конечно, ну. Ладно. А теперь Вот, давайте поближе познакомимся. Меня зовут Медер. Меня Эртай. Малика. Меня зовут Фаризат. Нурадил. Фатима. Фатима ее зовут еще. Наша команда называется Электро, как вы видите. Это наша эмблема, это наши значки. Видите, прекрасные. Если хотите купить, у меня в Инстаграме есть что. Ну вот, в принципе, наша команда. Все? Теперь, может, расскажешь, как мы придумали нашу команду, название нашей команды? Ну, давай, без проблем. Вот я такой сижу в кабинете, в школе, в этой школе, потому что я ведь не учусь, есть что. Я вот в одном кабинете таком прекрасном, чистом, сижу, думаю. Мы с Медером сидели там, и, в общем, Медер такой: ну что будем делать, Эртай? Ну, надо же придумывать. Мы долго ломали голову, что нам делать, ну. И потом Медер такой смотрит в окно, я такой посмотрел в другое окно, а потом Медер смотрит на розетку, я такой тоже посмотрел на розетку. И такой Медер говорит: Эртай, а может назовем нашу команду шокером? Или может электричеством? Я такой: ну блин, это не очень, понимаешь, Медер? Это вообще не очень, это банально и слишком по-детски. Я такой: может, электрон? А хотя и Медер такой заходит в кабинет и говорит: какой электрон? Может, электро? И мы такие: ну да, электро. Вот, в принципе, так и назвали нашу команду. Все, спасибо за внимание. Приветствие второй команды. Сборная команда 9 А, 9 В и 9 Д класса. Представление команды 220 вольт представляет. У команды нашей здесь всех достоинств и не счесть. Не зря стали полукругом.
стойкие друг за друга. Чтоб игра пошла на лад, я друзей представить рад. Тот, что справа, Анарбеков, математик и философ. Камбарджанов тоже здесь, гордость физики и честь. Дама им как раз подстать, и Амина ее так звать. Мирим скромна, красиво, спорим в дружбе справедливо. Акмарал уж так нежна, ученица, вот талант, просто школьный бриллиант. Мое имя Айсулу, с вами я игру начну. Ну пора игру начать и всем успеха пожелать. Наша школа вся отпад, но придется нам признать, без математики и физики нам не выживать. Открываем конкурс о математике и физике. Исламова Акмарал. Как же это волнительно участвовать в соревнованиях, КВН, спортивных и умственных турнирах. Но если попробовал один раз, больше не сможешь остаться в стороне и не принять участие. Постоянные репетиции, тренировки утомляют, но вкус победы перебивает все эти мелочи и усталость. Представляем приветствие жюри, чтобы сразу заявить о себе ярко и необычно. Станбекова Амина приветствует вас, жюри. Здравствуйте, прекрасное жюри. Сегодня перед вами выступаем мы. Простите, немного взволнована. Я хотела бы словами сказать, мы очень готовились, и правда у нас было много идей, но некоторые только получилось исполнить. У меня было стихотворение, но я не успела за сегодня, потому что оно немного длинное и трудно немного другие слова. Я расскажу то, что было в стихотворении. В стихотворении было сказано, что мы, как редкий бриллиант, если вы нам поможете и, возможно, поставите хорошие оценки, мы открылим от этого бриллианта чуть-чуть. Поэтому спасибо, простите. Представляем наших болельщиков, которые сейчас присутствуют в этом актовом зале. Привет вам, верные друзья, ведь нам без вас никак нельзя. Не опозорим мы нашу команду, не будем огорчать и вас. Зритель, поддержите нас, зритель, мы вас любим. Зритель, хлопайте дружнее, зритель будет веселее. Ты, болельщик, помоги, помоги нам ради Бога. Руку дружбы протяни, или мы протянем ноги. Если мы в твоей судьбе, ну хоть что-нибудь-то значим, помолись за нас, дружок, пожелай ты нам удачи. Мы веселые ребята, в КВН играть пошли. А вы, болельщики, болейте за команду от души. Болельщик, ты мой, ты рядом со мной. Я рядом с тобой, решительный час. Болельщик, ты мой, ты рядом со мной. А значит, победа в кармане у нас. Вы, болельщики, болейте, но таблетки не пейте. В ладоши хлопайте, ногами топайте. Так же, как мы помним, недавно у наших учителей был праздник, День учителя, и хотели бы отметить их и поздравить их на этом актовом зале. Учителя, слушайте сердце. Эти звуки, что дороги нам. Всем, что юностью, всем, что происходило в юности и детстве, мы обязаны учителям. Прошу прощения, я тоже забыл текст, голова дырявая. Просто так много готовится, и в один момент просто все забыл. Еще раз хочу поздравить вас с прошедшим Днем Учителя. Ну и хотел бы поздравить всех учеников, которые сидят вот тут. Ну не знаю, как им именно праздник. Могу просто поздравить вас всех тем, что вы участвуете в этом конкурсе. Также эмблема нашей команды 220 вольт, команда под номером 2 представляет. Да, все мы знаем, что электрический ток в розетке должен быть 220 вольт. Вольт – это единица измерения электрического напряжения в системе СИ. Вольт равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силы 1 ампер при мощности 1 ватт. Единица названа в честь итальянского физика и физиолога Алессандро Вольта. Как вы видите, на эмблеме, основой нашей эмблемы послужил щит. Щит, расшифровка этого щита, это значит то, что мы хотим защититься, защитить нашу эмблему, нашу команду и нашу честь.
Выбрали именно красную ленту, так как красная лента, она у многих ассоциируется с победой, так как мы хотим победить. Выбрали шахматную доску, как мы знаем, вы знаете шахматы. Шахматы связаны с математическими и логическими заданиями. Выбрали синий цвет. Синий цвет, хотим всегда оставаться в дружбе с соседней командой под номером 1. Выбрали еще зеленый цвет, так как он ассоциируется у нас с миром и покоем. Как мы знаем, это знак напряжения. Знак напряжения очень схож с магнитом, и поэтому вольт измеряется в напряжениях, и мы изобразили магнит на фоне эмблемы. Также мы не забыли про соперников и приветствуем их. Желаем вам, чтобы лучший приз достался нам. И соревнуясь вместе с вами, мы останемся друзьями. Мы хотим лишь пожелать вам показать себя на 5. Мы пришли к вам победить, лучшими желаем быть. Ты соперник, не косись, ты соперник, улыбнись. Известно, кто-то победит, но а слабейший пролетит. Хоть соперник ты нас больше, но попробуй обойди. Если только проиграем, лучше в лес не заходи. Мы веселая команда, не умеем мы скучать. С нами ты посостязайся, ты рискуешь проиграть. Большое спасибо за внимание. Это была команда 220 вольт. Прошу жюри оценить приветствие команд. Максимальное количество баллов 5 баллов. Пока жюри советуется, сейчас на сцене группа «Сезим».
Спасибо большое. Начинаем второй тур. Второй тур у нас разминка. Вам дается ситуация, и вы эту ситуацию разруливаете. Вы не готовы к уроку математики. Что нужно сделать, чтобы учитель забыл о своем предмете? 1,5 минуты вам. Команда 220 вольт готова. Мы выбрали, чтобы отвлечь учителя от урока, чтобы он не спросил у нас не сделанное домашнее задание, мы должны его отвлечь всякими историями. Например, первая история, начать спрашивать про экзамены, что там будет, рассказать про свою будущую профессию, про свою жизнь, начать спрашивать про его хобби. А второе мы выбрали разбить окно или устроить драку. У нас когда-то была такая ситуация. На уроке кыргызского языка как-то раз один наш ученик не подготовился к уроку. И мы спросили у учительницы одну тему, расскажите про эту тему. И она начала рассказывать про эту тему. Она долго рассказывала, это было про эпос «Манас». Она рассказывала нам, как она впервые прочитала это, как она впервые познакомилась. И так время улетело и прошел урок. Пожалуйста, жюри, оцените до 3 баллов. 3 балла, 2,5 балла, 3 балла, 3 балла. Вторая команда «Электро». 2,5, 2, 2,5. Учитель математики и учитель физики задают вопросы. Birinci komandana, detaylarning komandasi, chaqilgan qanday paydo bo'ladi? Sen o'zi jo'g'org'i высоковольтda qo'l turaveradi-ku, chumchuqlar, qarg'alar, o'shalar endi to'g'rilmaydi. За каждый правильный ответ по 1 баллу. Готовы? Молния происходит из-за того, что в атмосфере скапливаются электрические заряды, мелкие частицы электрических зарядов, которые сопровождаются вспышкой света и громом. Оно обычно происходит во время грозы, где очень много мелких частиц воды. И этот электрический заряд тоже сопровождается с этими мелкими частицами воды. Правильно. Правильно. Когда птицы стоят на проводах, высоковольтных проводах, и между их ногами маленькое расстояние, из-за чего тоже маленькое количество тока, и поэтому их не бьет током. Разность потенциалов меньше. Напряжение меньше. Напряжение меньше. А если птица только одной ногой коснется, то ток воздействует на нее, и если одним крылом, то она загорится. Молодцы. 1 баллу, да, засчитывается, правильно, да? Что больше, произведение всех цифр или их сумма? Что больше, произведение всех чисел или их сумма? Вот если эти цифры только единицы, то сумма будет больше, чем произведение. Потому что если умножить все единицы, то ответ будет 1. А если сложить все эти цифры, то ответ будет больше. Правильно? Сумма, это ответ сумма. Значит, там находится еще цифра 0. При произведении всех цифр от 0 до 9 равняется на 0, а сумма будет больше, чем произведение. Поэтому Вторая сумма. Это чертежный инструмент из 7 букв.
Транспортир. Транспортир. Может быть, это карандаш? Чертежный инструмент из 7 букв. Циркуль. Правильно. Как называется число, указывающее положение точки на координатном луче? Координатная ось. Координата. Правильно. Да? Жюри, пожалуйста, скажите, сколько набрала баллов команда «Электро»? «Электро» сколько баллов набрала? Значит, каждая команда по 1 баллу набрала. И по физике, и по математике. Четвертый конкурс – это конкурс опытов. Первая команда 220 вольт показывает свои опыты. Жюри оценивает по 5-бальной системе. Как вы видите, этот пакет не сгорел, но немного вот черным стал. Она не сгорела, потому что внутри, как видите, есть вода, и эта вода повышает всю теплоту в этом, который горит сейчас. У нас есть еще одно со свечой. Как вы видите, свеча потухла из-за того, что мы закрыли доступ кислорода к свече, и чтобы свеча горела, должен быть доступ, и мы закрыли его, и из-за этого свеча потухла. Кислород не входит. Да, для реакции горения нужен кислород. Наш третий опыт, если проткнуть поверхность стаканчика, который наполнен водой, то вода на ней не протекает, потому что вместо дырки образуется вакуум, который не позволяет воде вытечь. Уже я осталась. Автор я. Наша команда подготовила несколько опытов. Первый опыт проведет Мерин. Так, сначала наливаем на эту тарелку воду, и тут заключается в том, что для этого нужно зажечь эту бумагу и нагреть. Да, нужно нагреть стакан. Шарику берешь. Вода впитывается внутрь стакана, и тарелка очищается от воды.
воды слишком много получилось. Опыт номер 2. В этом опыте мы проверим поверхностное натяжение воды. Для этого накрываем банку с водой марлей и фиксируем ее резинкой. И поворачиваем банку вверх дном. При этом вода не потечет, и благодаря поверхностному натяжению молекулы воды и запечатали отверстие в марле. А если проколоть ткань, то зубочистка отправится в свободное плавание внутри банки. И вода так и не потечет. Шарик. Опыт номер 3. Этот шарик пустой, внутри него ничего нету. Если мы прикоснемся огнем к этому шарику, то он лопнет. Мы должны сделать так, чтобы шарик не лопнул. Для этого мы наполнили шарик водой, и она не лопнет. Он не лопается. Это называется теплопроводность. Весь огонь, вся горячая струя, она уходит не в шарик, а в воду внутри нее.
Buncha bir omolo, bardagi omolo. Kırgızstan'ım, Kırgızstan'ım. Dilimden bir özüngü ırız bakıp, özünsüz akbaysanım. Kırgızstan'ım, oh Kırgızstan'ım. Gerekli bir özünü ağlan canıma yavaydan çıkanım. Kırgızstan. Спасибо, Сек. Итак, жюри, прошу оценить за конкурс опытов. Максимальный балл 5 баллов. Первая команда «Электро» 5 баллов. Вторая команда 220 вольт 5. Спасибо вам. Молодцы. И пятый, последний у нас наш конкурс. Это домашнее задание. Выступает первая команда «Электро». Оценивается тоже максимальный балл 5 баллов. Ой, хорошо я поработал и покушал. Ой, а теперь надо бы пальчики посчитать. 1, 2, 3, 4, 5. Цена! Да, пап. Что, после школы, что ли, а? Да. Напомни-ка мне, пожалуйста, что идет после 5? 6? 6, да. 5, 6. Все, расчет окончен. Так. А ну дай-ка сюда. Это что такое? Дневник. Ага. Ну-ка посмотрим, как ты учишься. А что первая страница все красным замазана, а? Это что такое, а? Здесь какое-то замечание. Дорогие соотечественники. Ой, блин. Дорогие уродители, присмотрите за козленком. За ребенком. Так. Дальше у нас физика. Физика 5. Ну, молодец. Не зря я тебя в голову яблоком зарядил. Так, дальше у нас тут алгебра. Так, алгебра 4. Ну, подтянуть можно, не проблема. Так, еще тут физкультура. 12? Цена. Да, пап. Можешь, пожалуйста, сказать, почему по физкультуре у тебя 12? Ну, пап, Кыргызстан уже давно перешел к 12-бальной системе. А физичка и математичка об этом знают? Это что ж получается, если по физкультуре 12 это по-старому 5, то по физике 5 это умножаем на 24. 24. А почему 24?
допустим, ладно, хорошо. А здесь у нас написано... Ты что, 9 класс, что ли? Да? 9? Так, здесь у нас еще задание, домашнее задание. Так, чем измеряется вольт? А ну-ка, сына, скажи, пожалуйста, чем измеряется вольт? Километров. Километров? Какой километров? Я тебя как учил? Сантиметров. Так, дальше чем измеряется сила тока? А ну-ка, сына, сила тока чем измеряется? Килограммом. Какой килограммах? Дециграммах? Вот со своим телефоном, вот смотри. Современные дети не то, что мы. Мы, понимаешь, мы каждый день учили. И читать, и писать. А дальше не помню. Понимаешь? Не то, что вы. Современные дети пошли, а? Смотри. В своих телефонах сидите. И тиктоки свои смотрите. У меня же нет телефона. Как нету? Я же тебе забыл купить на день рождения. Все, спасибо за внимание. Минута юмора от команды 220 вольт. КВН — эта игра завоевала сердца жителей нашей страны. Люди всех возрастов смотрят эту веселую передачу и черпают оттуда самое лучшее. Традиция проводит веселые интеллектуальные игры в школах и вузах зародилась еще много лет назад. Ребята с удовольствием принимают участие в играх и гордятся этим. Для многих школьный КВН открыл дорогу во взрослую жизнь. Юмор стал профессией, а не увлечением. Тяпкин, 9 Б, пришел сдавать экзамен по физике. Здравствуйте. Застала как-то лосиха между деревьев и собрался везде, чтобы ее... Так, стоп! Тяпкин, это что такое? Это была просто шутка с моей стороны, чтобы немного вывести из этой атмосферы. Так, вы вообще готовились? Да, я помылся. Тяпкин, ты хотя бы основной закон Эйнштейна знаешь? Да. Пиши. Энергия равно. Энергия — это у нас буква Е. Большая буква Е. Да, господи, заглавная буква Е. Пишите равно. Равно. Да зачем вы прописи пишете? Каким знаком, давайте подумаем, каким знаком обозначается у нас равно? Вертикальными прямыми. Зачем? Горизонтальными. Пишите масса. Масса. Интересно, какие буквы? Ну, что-то знаете, значит. Буква С. Русская буква С. С. Какое С? Без С. С. Ладно, и так сойдет. В квадрате. В квадрате. Да нет, это все в квадрате. Да зачем вы к квадрату все обходите? Что? Как мы обозначаем квадрат? Вы не помните? Квадратом? 2 в углу стоит. В каком углу? Мимо! Не там! Где стоит у нас 2? В углу. Промах. Идите, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. — 2037 год. Кыргызстан. Тяпкин вырос, обзавелся семьей, имеет 15-летнего сына, учащегося в 9 классе.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все на месте. А что так сегодня скучал? О, а ну занеси сюда. Давай, давай. Вот так вот, вот так вот. Ученика девятого. Что-то я думаю, что-то пиджак маловат или штаны, не знаю. Или вот эти вот обувь. Что-то маловато, а? Ладно. Фига себе, сразу первая страница сразу красная, а? Что это такое, а? Увы, уважаемые родители, обратите внимание, ваш сын плохо читает. Ты что, плохо читаешь? Ты что, отцапал в школе, а? Так. Вот, физика 5. Молодец. Недаром я тебе тогда яблоко башню зарядил, а? Сразу на место встал. Математика 4. Ну, математика можно и подтянуть, да? Подтянуть можно же, да? Физкультура 12. Это что такое? Просто Кыргызстан перешел на 12-ю бальную систему. Да? А физическая математичка знает об этом? Да? Это что получается? Если 12 в старом было 5, а 4 тогда это 2. 2 4, 7. Не достигнет. И не 40. Ну, короче, нужно математику сильно поднять, прям сильно поднять, да? Понятно? Да. А теперь иди домой, да, что, не знаю, что там еще. Отряд! Девиз! Мы не можем без движения, мы всегда под напряжением. Искру нашу распылим и все вокруг подзарядим. Спасибо командам. И, уважаемые жюри, оцените домашнее задание. Максимальный балл домашнего задания 5 баллов. Извините, у нас мы девиз забыли, может, сразу скажу? Хорошо. Команда Электро. Ну, выходите быстрее, ну, пошевеливайте. У вас же ноги есть. Наш девиз. 4 слова. Шокер и готово. Уважаемые жюри, пожалуйста, оцените домашнее задание. Максимальный балл 5 баллов. Первая команда Электро 5, 5, 5, 5. Итого 20 баллов. Вторая команда 220 вольт 5, 5, 5. Итого 20 баллов. Спасибо. Вот и подошел к концу наш конкурс. Оказывается, современная молодежь далеко не такие. Они сочетают в себе и юмор, и артистизм, и математику. Ну, это прекрасно. Наверное, это благодаря нашим учителям. Здесь мы были свидетелем двух команд «Электро» и 220 вольт. Видите, это связано название «Электровольт». То есть, действительно, вы зарядили нас сегодня позитивом. И юмором, и знанием. Но конкурс есть конкурс.
подготовились две команды хорошо, постарались замечательно. Оказывается, здесь есть будущие звезды сцены, видать. Эртай блеснул, мы знали о нем как об умном ученике, но сегодня артистизм не было слов. Звезда. Так, и зовут? Усман. Тоже слов нет. Молодец. Аплодисменты отдельные. Итак, конкурс есть. Конкурс для меня, в принципе, две команды были одинаковые, но, видите, по подсчетам это уж, наверное, есть маленькая разница. Итак, второе место, 74,5 заняла команда «Электро». Поздравляем, молодцы. Призы от секции, от учителей математики и физики на память, пожалуйста. Аплодисменты команде «Электро». Мы надеемся, что эти ручки пригодятся, что вы сделаете научные открытия, вообще для себя что-то многое откроете на память. Ну и занимает первое место, 79 баллов, команда 220 вольт. Молодцы, поздравляем. Организованность, сплоченность в них почувствовалась, наверное, вот эти качества привели к абсолютной победе. Поздравляем. И смотрите, какие интересные, позитивные, прекрасные призы на память. И это будет пусть талисманом будущее, талисманом предстоящих будущих побед. Слово предоставляется Сартыманке Турнир и зав. Секции Барн Пелекман. Спасибо, ребята. Вам спасибо. Особенно тебе. Bizim to'g'richimaslarning arasida bugun eng qiziqtoo, eng ko'ngilli Jashnaqa bizga tartuvlab berganligi uchun ikki komandaga cho'ng rozichilik bildiramiz. Tereң rozichilik bildiramiz. Rahmat sizlarga bolalar. Ikki komandada teng Jashnaqa o'yinchilar bor ekan. Biri-birinden ötken artistичность дегенде көптөн бери мен катышпай калдымбы, бүгүн биринчи жолу аябагандай кубанып отурам. Жакшы даярданып, сонун көңүлдүү кече тартууладыңар. Барыңарга чоң рахмат, даярдаган мугалимдерге да чоң рахмат. Буяка келип оюн көрсөткөн катышуучуларга да чоң рахмат. Көрүүчүлөргө андан бешбетер чоң рахмат. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, мына бүгүн сиздерге математика физика секциясынын атынан Жашнака кече даярдап берели дегенбиз. Декада биздики болот математика жана физика секциясы. Анан ушу биздин мектеп гимназия болгондуктан биздин окуучулардын арасында чоң талантка бай окуучулар көп чындыгында ошону мына тастыктаачар Эртай, Меде, Усман, Аслан, Ислам, ана кыздарга атыңарды кеткен баардыгыңыздардын аябай мыкты жеберчиликти аткардыңыздар. Сиздерге аябай чоң рахмат. Бизде мектептеги кыймылдардын бири чыкты го деп эсептейм. Малатсы, силерге аябай чоң ыраазычылык, чыгармачылык, ийгилик мындан ары өркүндөй берсин сиздерде. Малатсы, аябай биздин жүзүбүз болдуңуздар, чоң рахмат. Ошондой эле катышуучуларга да чоң рахмат. Уюштуруучуларга, мына Жанара Мухамеджановага, ошондой эле Үмүт Жолдосбековна, Нурзат Зарылбековна и Айгүл Маматбаевна, Бактыр Шаевна, сиздерге передачылык. Дагы ушундай бир
бул нерсе бизде. Чоң рахмат, ушул сиздер дагы алтындай убактыңыздарды бөлүп, мейли мугалимдер, мейли окуучулар кызыгып келгениңиздерге чоң рахмат. Анан биздин башыбызда болгон Айнур Айтайнага дагы терең ыраазычылык. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Рахмат дагы. Сиздерге терең ыраазычылык. Огромное спасибо, жюри. Благодарим вас за ваш труд. Спасибо вам. И всем командам. Молодцы, спасибо. Если 0 делить на любое число, то по-любому ответ выходит 0 и по-любому без остатка. Это подарок команды «Электро», да? У вас еще есть вопрос? Да. С какой рукой лучше перемешивать чай? Понимаете руки? Вот это и действие. Вот это и действие. Теперь Талисман будет. Храни и сохрани вообще. Вообще, чтобы... В каком классе? Седьмое. Вот. Через 2 года я приду в эту школу. И что будет? Он у тебя будет. Хорошо? Еще. почему люди оборачиваются назад? Вот она первая подняла руку. Люди оборачиваются, чтобы увидеть свою тень. Нет. Еще. Посмотрите. Это рефлексия, это обычное действие людей, когда их кто-то зовет или они хотят на что-то поглядеть. Да, вы все правы, но нет, это не точный ответ. Почему люди оборачиваются назад? Тень оборачивается само собой. Что, посмотреть, что там? Зачем оборачиваться, если... Это тень само собой сзади. Не, она же сказала. Нет. Маска? А? Интересуется, что происходит? Нет, не точный ответ. Да, правильно. А остальные бежит. Все уже раздали. Спасибо за внимание. Знаешь, улетаю. Дорогие ученики и учителя, спасибо за внимание, спасибо, что смеялись, я это видел, я это как чувствовал, да. Я впервые в сцене, ну как сказать, в сцене, на сцене. Ну, я в будущем хотел стать, ну как, комиком, ну вот так вот. Так что спасибо большое за внимание и учитесь, как говорил один человек. Лели? Лели? Учиться? Учись и учись. Все, давайте, главное децол платить. Здравствуйте, дорогие участники. У нас есть к вам некие вопросы. Первое. После конкурса какие у вас эмоции появились? Мы очень сильно волновались, как-то нервничали. Сильно нервничали, хотя мы не очень-то и расстраиваемся из-за того, что заняли 2 место. Это тоже очень хорошо. Нам вначале было трудно, так как наши участники были из 2 разных классов, из Б и Г класса. Так вот, вначале мы не находили общий язык между собой. В общем, нам было трудно разбираться там в девизе, или мы еще очень долго готовились к этому, не могли придумать эмблему, потом это было очень трудно, мы очень сильно волновались. Какие физические
опыты вам были интересны? Конечно, это наш опыт. Но я думаю, что все те опыты, которые мы готовили, они очень хорошо получились. То есть мы не провалились, и все было. А почему именно вот эти опыты выбрали? Потому что они были больше доступны нам, и они были больше интересны и быстрее сделать. У нас просто было очень мало времени, так как нам сказали готовиться к этому конкурсу только до недели. 4-5 дней прошло, у нас было очень мало времени, и так как мы участники были из разных классов, у нас не было времени встретиться с друг с другом. Да. Здравствуйте, дорогие зрители. К вам есть некоторые вопросы. Что вы узнали после этого конкурса? Мы немножко с помощью экспериментов узнали о физике, о том, что происходит со свечой и так далее. Как сказала Алима, нам 9 классников показали опыт. Один из них нагревание шарика, внутри была вода, и его нагревали. Я в этом опыте я понял, что компьютер тоже с этим тоже связан. К примеру, при работе компьютера компьютер сильно нагревается, и помогает вентиляция, которая помогает тоже работать. Как и в шарике, вода охлаждает и больше помогает сохранить оболочку. За какую вы больше болели? Наверное, за первую, потому что они мне сразу понравились со своим вступлением, заявлением. Я тоже болел за первую, потому что там был мой брат и, собственно, за первую. Спасибо за ответ.